подождем дозревания угольков. Надеюсь, вы не вставите это в ролик. Добро пожаловать, уважаемые подписчики. С вами опять Пономарев Михаил, работник исторического парка «Россия. Моя история». И мы сейчас находимся на реке Лени. И мы продолжаем нашу рубрику «Музей уже осенних рецептов». И мы будем ловить рыбу. Ну, не просто будем ловить, а именно будем реконструировать ловлю рыбы именно в каменном веке. Мы будем делать крючки. И начинаем с утра мы будем делать из кости. И, конечно, используем современные инструменты. Мы не будем тратить очень много времени, делая древние инструменты. Ну, люди тогда пилой пользовались. Ну, пила была костяная, конечно. Пилили кость костью, пользуясь песком, абразивом. Мы будем просто распиливать. Ну и дальше просто продаем эти кости в примерную форму крючка, тоже при помощи пилы. Выпиливаем ненужные части. Вот, мы кости уже придали примерную форму крючка. И сейчас самый такой утомительный, но важный момент. Мы просто превращаем эту кость в порошок, именно придавая форму крючка. Это мы будем делать при помощи наждачной бумаги. Но если поддаваться в реконструкцию, то если комментировать это, люди, скорее всего, тогда делали при помощи камня, песчаника. Он имел такими же абразивными свойствами. В каменном веке крючки именно выглядели вот так. Ну, из кости делались, активно использовались, судя по находкам археологов. Уже начинаем привязывать крючок к леске. Ну, конечно, в древние времена наши предки использовали, как сказать, жилы животных, либо конский волос, но это очень трудно и время затратный процесс. И из-за этого мы, конечно, у нас световой день уже стал коротким, и из-за этого используем обычную леску. Ну, все равно будет аутентично, и главное, процесс ускоряется. Вот таким образом у нас будет уже выглядеть наши снасти. Дальше используем обычную палку из ивы, которую мы раньше уже использовали для нашей корчаги, так скажем. Все, наверное, знаем, как уже делать обычную удочку. Берем палку подходящего размера. У нас она будет длинная, так далеко надо закинуть. Просто привязываем. А наживку мы будем использовать обычный червяк, которым все с детства очень хорошо знакомы, дождевой червь. Сейчас самое главное ожидание, терпение. Самое главное, скорее всего, рыбной ловли опыт и удача. Опыта, конечно, нам не хватает. Я не заядлый рыбак. Но все-таки желайте мне удачи. Ловили рыбу. Наша щука. Наконец-то уже ближе к вечеру мы ее поймали. Вот. Ну, сейчас уже начинается перед готовки. Вот наш улов. Разожгли костер и уже приступаем к готовке. Но перед этим я хочу вам сказать одну вещь. Эту рыбу мы как бы не старались поймать на наш костяной крючок. У нас это не вышло. Мы его поймали на спиннинг. Как будто. Не, наоборот, ее достать надо туда. Ага. Ну, все-таки мы в этой рубрике показываем вам рецепты. Рубрика так и называется «Музей осенних рецептов». И таким образом мы уже по пути распотрошили рыбу. И сейчас приступаем к готовке. Готовка у нас будет осуществляться следующим образом. Мы рыбу запечем внутри глины. Ну, глину мы
заранее заготовили, взяли его на берегу, где есть глина. А сейчас мы его засолим и попытаемся приготовить. Ну и приступаем. Рыбу мы от чешуи чистить не будем, так как чешуя будет служить, как сказать, защитным слоем. Ну, солим на глаз по вкусу. Если хотите, конечно, повторить этот рецепт, можете по вкусу поперчить, добавить разные специи. Это уже на ваше рассмотрение. Но мы сейчас попытаемся сделать, скажем, аутентично. Более-менее, как готовили наши предки. Хорошенько натираем солем. Соли жалеть не надо, рыба большая. И через чешую, через кожу и кожу рыбы соль пропитается не так активно. Рыба пропитает сколько ему надо. И самое главное, вот в каменном веке какие народы тут жили? Это не только были якуты, якутов пока тут еще не было. Это так называемая северная кухня. Это наши общие предки. В большей части, скорее всего, были полиазиатские народы. Они как раз ловили таким образом рыбу. Но еще есть одна теория, то что на крючок, именно который мы делали, такие виды крючков ловили зимой. Подледная рыбалка. Мы это, кстати, когда лед встанет на реке, попытаемся повторить. Это как будут стоять дела. Вот, ну мы рыбу посолили и снутри, и снаружи. И сейчас приготовим уже нашу глину. Ну, глина самая обычная, речная, так скажем, глина. Это не чистая глина, это суглинок. Примесь глины с песком. Замешиваем глину, чтобы получилась, так скажем, однородная масса. Очень похожая на тесто. Главное не переборщить с водой. Потому что если слишком много воды будет, глина у нас получится жидкой. Ну вот, примерно вот такой консистенции глину готовим. Его нужно много, 2 слоя мы должны обернуть рыбу и запечь. Ну, это будет такой аналог рыбы в духовке. Можете еще добавить лимону для улучшения вкуса. Глину мы набрали примерно килограмм 6 запасом. На тот случай, если у нас не хватит, должно хватить. Вот, мы уже приступаем, так сказать, обволакивание рыбы грязью. Вот столько, надеемся, хватит. Мы точно сами не знаем. Делаем это первый раз вместе с вами. Это уже и сам эксперимент. 2-3 сантиметра грязи должно быть, глины довольно много, 2-3 сантиметра. Она должна полностью обволакивать всю рыбу, чтобы она запеклась аккуратно. Скорее всего, так можно приготовить большинство видов рыб. Если рыба маленькая, легче будет его грязью покрыть, так скажем. Ну, конечно, нельму большую невозможно так сделать. Это будет очень трудно. Ну, как невозможно, можно сделать, но придется больше сил потратить. И костер должен быть большой, рыба должна полностью вмещаться в угольки. И как раз у нас уже вот почти дозрели угли. Итак, дорогие телезрители, у нас костер догорел, дошел до правильной кондиции, так скажем. Угли готовы, убираем лишние деревья, сильно далеко не убираем. Мы их еще раз будем использовать повторно. Вот красные, так
скажем, малиновые угли, то, что нам надо. В них и будет запекаться у нас рыба. Огонь очень горячий. И вот, как мы будем делать? Положим нашу рыбинку. Она у нас глина отходит в некоторых местах, конечно. Потяжелела килограмм на 2. Кладем на угли. Хвост у нас пусть прогорит, он вышел. Угли отодвигаем чуть ближе к рыбе, чтобы жар шел к ним. Разводим еще сверху легкий огонек. Внутри он будет уже запекаться в пару, как мы предполагаем. Потребуется не так уж много времени. Рыба сама по себе не самая большая. Разводим дополнительный огонь, чтобы жар еще сверху был. Потом эти дрова как раз через полчаса догорят. Мы рыбу перевернем уже на угли. И потом посмотрим, что получится. Прошло около 20 минут. Пришло время поворачивать рыбу. Ну, сперва убираем догоревшие деревяшки, так скажем. Сверху тоже образовались очень хорошие угли. Они дальше нам послужат источником жара. Вот, поворачиваем рыбу. Главное, осторожно. Если у вас глина не чистая, то они могут вот. Вот, у нас сломалась рыба. Ой, не рыба, а глина растрескалась. Ну, так как он с примесью песка был. Но мы решили не поворачивать рыбу. Экстренно приняли решение. Сверху разведем огонь, чтобы температура ровная была повсюду. Придется нам еще раз развести огонь сверху. Ну, дальше делать дрова. Ну, надеемся, запечется рыба сверху. Посмотрим. У нас для нас тоже эксперимент. Прошло около 45 минут. Дождались, надеемся, как мы думаем, до приготовления рыбы. Ну, час истинный. Посмотрим. Ну, самый хороший знак, снизу тлящие угли есть. Таким образом, все должно было у нас получиться. Ну, конечно, песок это не самый хороший теплопроводник. И из-за этого, надеемся, рыба приняла весь жар на себя. Сейчас мы все посмотрим. Либо у нас все получилось, либо у нас рыба сырая. Вот, ну, самое главное, рыба у нас приготовилась. Это очень хорошо. Как мы видим, глина отлипает активно и очень хорошо. Она должна была отлипать как раз вот вместе с кожей. Должно было. Запах потрясающий. Даже очень хорошо все прожарилось. Вот как видите. Ух ты, жир пошел вот. Спинная часть. Тут, так как был жар сильный, вот суп пошел, рыбий. Сока очень много, рыба сочная получилась. Видите?
Напоминаем еще раз, это щука. Ну и момент истинный. Пробую. Рыба полностью приготовилась. Как мы видим. Очень горячая. Как раз идеально посолено. Соль чувствуется. Мы прогадали с солью. Хорошо, что добавили чуть много. Ну, очень напоминает запеченную щуку. Ну, чуть слегка с дымком, который добавляет как раз самую такую прелесть охотничьей кухни. Ну, что сказать, рыба вкусно получилась. И самое главное, полностью приготовилась. Ну, сказать, рекомендую, рецепт очень рабочий, оказывается. Можете воплощать это в жизнь. Рыба выходит очень вкусной. И самый главный плюс, как я уже говорил, копченая. Ну и до следующих встреч. Пожелайте нам приятного аппетита. Пока! Ничего себе. Его взяли так в длину этого леда, потом, когда отрываешь, она уже вместе с кожей, с чешуей отходит, да? Да, особенно. Ну, интересно. Интересный способ приготовления, конечно. Впервые такое вижу. Такой способ приготовления. Но очень вкусно. Очень вкусно. Соли хватает. Сюда бы еще лимончика бы сверху. Было бы ох. Да, и так тоже хорошо.